Научно-практическая конференция, собравшая более 100 представителей из 40 городов воинской славы, началась с демонстрации видеоролика, рассказывающего историю этих городов. После с приветственным словом выступил мэр столицы Муслим Хочиев. Он отметил роль защитников Грозного в Великой Отечественной войне и то, что почетное звание было присвоено заслуженно. Рад приветствовать вас в городе Грозном, в городе воинской славы. В 2000-х годах, как вы видели из фильма, наш город, как и вся республика, лежал в руинах. И по воле Всевышнего, только огромное желание чеченского народа выжить и выстроить новый мир помогли нам встать на ноги после многолетних войн. По кирпичикам разбирали старый Грозный, от которого оставались только руины, и строили на его месте новый, цветущий, безопасный город. Понимая, что без патриотического настроя и духовного возрождения нация не может выжить, разобщенный политическими, религиозными распрями народ объединил первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. На протяжении более чем тысячелетней истории России патриотизм ее многонационального народа является фундаментальной основой ее государственности, суверенности и самобытности. И в этом сила России – источник ее могущества и процветания. Тема эта для меня имеет какой-то такой сакральный смысл, на который и вопрос патриотизма, это не тот вопрос, на который можно очень просто ответить, да, какими-то формулировками, вычитать что-то из Википедии, из каких-то словарей и сделать соответствующие выводы. Россия в этом смысле, она не похожа. Вот понимание российского патриотизма, оно качественно отличается. Государство оно собиралось из разных народов, из разных земель, оно выпестовывалось как мощная держава. В качестве почетного гостя конференцию посетил и избранный глава республики. В своей речи он отметил важность подобных конференций, так как они способствуют правильному пониманию значения патриотизма в жизни каждого. Дорогие друзья, я приветствую участников и гостей научно-практической конференции «Патриотизм как общенациональная идея России». Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей, которая позволит нам построить светлое будущее. Я целиком и полностью разделяю это мнение. Чеченская республика накопила богатый опыт в вопросах духовного патриотического воспитания молодежи. Реализация утвержденной мною несколько лет назад единой концепции позволила создать постоянно действующий и эффективный механизм, который дает очень важные результаты работы с молодежью. Первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, является ярким примером того, как самоотверженное служение народу и любовь к Отечеству может переломить ход истории. Ахмад Хаджи и тысячи его соратников на рубеже веков вступили в непримиримую схватку с международными террористами и экстремистами из более 50 стран. Мужество и патриотизм позволили им отстоять целостность России и вернуть мир в республику. Сегодня наша страна оказалась в центре массированного идеологического и экономического давления со стороны Запада. Нам пытаются диктовать условия, навязывать чуждые ценности. Целью этой атаки является раскол в обществе, дестабилизация обстановки, развал государства. Но российский народ демонстрирует единство и сплоченность. Это выразилось в итогах выборов, которые прошли 18 сентября. Подавляющее большинство избирателей проголосовали за партию «Единая Россия». Тем самым они выразили поддержку патриотическому курсу президента Путина, направленную на укрепление позиции России как великой державы и развитого демократического государства. Дорогие друзья, дальнейшая судьба нашей отчизны определяется не словами, а согласованными действиями тех, для кого интересы страны и народа стоят на первом месте. Именно такая гражданская позиция патриотов и лежит в основе национальной идеи, которая обеспечит России счастливое и достойное будущее. Уверен, что данная конференция послужит этой благородной цели. Желаю вам плодотворной работы. После выступления глава республики вручил почетные грамоты участникам конференции. За значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи многолетний добросовестный труд награждается почетная грамота Чеченской республики Гарбань Сергей Иванович, председатель Союза городов воинской славы, глава администрации молодого района. Сергей Игнатьевич, председатель Совета директоров